Место, куда вы сейчас попадете, задаст вашему мозгу одну из сложнейших задач, когда-либо стоявших перед ним. Справиться ему будет нелегко. Мы все можем сделать это, не задумываясь. Вы идете на вечеринку. Может показаться, что это легко, но на самом деле, каждый раз, когда вы общаетесь с другими людьми, ваш мозг выполняет сложнейшие задачи с ошеломительной скоростью. То, что мы делаем на вечеринках, заставило бы самый мощный компьютер в мире зависнуть. С этого момента, как вы вошли в комнату, ваш мозг отличает лица одних людей от других. Вы начинаете детально анализировать каждое движение. Опираясь на полученную информацию, вы решаете, что думаете об этих людях, и даже начинаете понимать, о чем думают они. В этой передаче я исследую, как наш разум производит такой анализ, и как происходящее в подобном месте формирует наше видение мира. Разум человека. И как использовать его с максимальной эффективностью. Заводим друзей. Это рассказ о том, как мы общаемся с людьми. И понимание того, как действует наш мозг, поможет нам использовать его намного лучше. Мы увидим эксперименты, раскрывающие истинный потенциал нашего разума. Мы узнаем, как отличить фальшивую улыбку от настоящей, как понять, нравишься ли ты человеку. Мы поймем, как каждый из нас может читать мысли. Мы откроем, как подобный опыт может подсказать нам, кому доверять. И мы выясним, что нашему разуму следует делать, чтобы завоевать дружбу и любовь самых важных для нас людей. Мы все полагаемся на наш разум, когда пытаемся завоевать расположение людей, которых никогда раньше не встречали. Добрый день, ребята. Здравствуйте, миссис Брэк. Вы удобно сидите? Да. Мозгу 30-летней преподавательницы младших классов Мии Брэк предстоит сложная задача. Теперь о кое-чем особенном. Что случится с миссис Брэк в выходные, Махарди? Вы выходите замуж. Я выхожу замуж. Но помимо свадьбы, Мии предстоит познакомиться с множеством людей, которых она никогда раньше не встречала. И я выхожу замуж в Новой Зеландии. И знаете почему? Мой парень из Новой Зеландии. Там живет его семья, и еще я не знакома с его мамой, с его папой, с его сестрой, поэтому я еду туда, чтобы с ними познакомиться. А когда ваша свадьба? 15 августа. Гип-гип, ура, гип-гип, ура. После нашей встречи с Мэттом все понеслось как ураган. Это было как в сказке. Мы встретились, через 1,5 месяца уже начали жить вместе. Еще месяцем позже обручились, и вот теперь уже 10 месяцев, как мы знаем друг друга. И у нас свадьба. Я попросил ее позвонить. Они приедут где-то к пятнице. Мии придется принять и понять семью Мэтью, завоевать их расположение. Это будет одной из сложнейших задач, которых ее мозгу приходилось когда-либо решать. И мы проследим, как она с этим справится. Да, в пятницу, хорошо. Нет, мы с ними поладим. Но почему поладить с людьми так сложно для нашего мозга? Что же, давайте начнем сначала. Во-первых, мы должны быть способны отличать людей. Если бы мы этого не умели, жизнь была бы по-настоящему нелегка. Просто представьте, что все лица выглядят одинаково. Это было бы просто ужасно. Но мы можем отличать людей друг от друга, и этот навык мы начинаем развивать сразу же, как получаем такую возможность. Давай, давай, давай. Давай, давай. Молодец. И еще раз.
Тушься. Тушься сильнее, еще раз. Не останавливайся, тушься. Еще разок, и все закончится. Давай, Кэрри. Давай, тушься. Давай, тушься. Давай, Кэрри. Тушься. Давай, Кэрри. Совершенно беспомощная, эта девочка, тем не менее, пришла в этот мир, вооруженная несколькими социальными навыками. Ее зовут Айла. Но один из них важнее всех. И всего через несколько секунд после рождения она использует его. Свой первый неясный взгляд маленькая Айла инстинктивно обращает на лицо. Это усиливает ее связь с мамой. Но первое лицо, которое она увидела, также физически изменяет ее мозг. Первый миг социальной жизни Айлы влияет на ее мозг на микроскопическом уровне. В нашем мозге находится сложнейшая система клеток мозга – нейронов. Как и все мы, Айла рождена сотнями миллионов нейронов. Места их связи друг с другом называются синапсами. Когда Айла видит лицо своей матери, впервые создается электрический сигнал. Этот сигнал путешествует по дороге синапсов, уникальной для лица ее мамы. Когда она видит другое лицо, ее отца, другая дорога появляется в ее мозге. С этого момента мозг Айлы будет изменяться и развиваться, создавая множество новых дорог, каждый раз, когда она встретит кого-нибудь нового. Но даже в этом крохотном возрасте способность детей различать лица невероятна. Что теперь? Как и все дети, маленькая Грейс может смотреть на лица приматов, вроде этих лемуров, и действительно отличать одного от другого. Но что удивительно, ее старшая сестра не может. Для нее все эти лемуры выглядят одинаково. А для вас? Что ж, давайте немного вам поможем. Теперь вы можете их отличить? Нет? Ну что же, не вы один, потому что, как оказалось, даже люди, всю жизнь изучавшие приматов, вроде этих лемуров, не могут различать их по лицам. Но, как и маленькая Грейс, когда-то все мы были на это способны. И ученые из Шеффилдского университета доказали это. Они показали лица приматов двум группам детей. Одной группе младше 6 месяцев и другой — малышам, в которой было больше 9 месяцев. Вначале все дети смотрели на лица. Их внимание было приковано к ним. Но когда исследователи показали другое лицо, результаты были изумительные. Старшие дети отказались смотреть на новое лицо. Им было скучно. Им казалось, что они уже видели его раньше. Совершенно ясно, что они не могли отличить два лица.
Но когда новое лицо показали младшим детям, это была уже совершенно другая история. Они были очень заинтересованы. Все потому, что они понимали разницу между двумя лемурами. Но чтобы попасть в мир людей, все дети должны расстаться с этим невероятным навыком. Так что делает мозг детей более похожим на мозг их родителей? Ответ на этот вопрос многое расскажет нам о том, как наш мозг развивает в себе способность общаться с другими людьми. Мозг ребенка немного похож на эти семена креса. Каждое семя представляет собой отдельное соединение или синапс. Каждое выполняет свою функцию. С момента нашего рождения количество синапсов быстро растет. И в конце концов у ребенка их оказывается в 1,5 раза больше, чем у взрослого человека. Это дает им возможности, которые им просто никогда не понадобятся. Например, умение отличать друг от друга лемуров. У нашего мозга сейчас слишком много синапсов. И ему надо специализироваться. Какие синапсы выживут, а какие нет, зависит от того, на кого мы смотрим. Люди растут, глядя на человеческие лица. Поэтому синапсы, отвечающие за этот процесс, выживают и растут. Дети теряют то, что не используют, включая синапсы, отличающие лица приматов. Это значит, что к 10 месяцам их способность различать лица людей хороша, как никогда. Окружающий мир в буквальном смысле изменяет мозг ребенка. Количество синапсов уменьшается, чтобы сделать нас экспертами в общении с людьми. И еще потому, что этот мир вот-вот станет куда запутанней. После первых месяцев нашей жизни, проведенных в окружении всего нескольких лиц, нам предстоит увидеть еще тысячи и тысячи. Но так как наш мозг теперь специалист по человеческим лицам, мы становимся экспертами в развлечении людей. Но на самом деле, почти все мы способны отличить каждого из 6 миллиардов людей, населяющих Землю. Но даже этого недостаточно. Отличать лица — это одно дело, а вот понять, что мы думаем о них, совершенно другое. И сделать это дело нашему мозгу совсем непросто. Вашему мозгу надо не только узнавать лица, но и читать их, как, например, это табло. Можно понимать, на что смотришь, но если не знать, что это все означает, далеко не уедешь. Чтение лиц — ключ к тому, как мы составляем наиважнейшее первое впечатление. Это следующий шаг к достижению того, чему посвящена такая большая часть нашего мозга — общение с людьми. Никто из семьи Мии не сможет быть с ней во время свадьбы в Новой Зеландии. Так что ей придется встретить своих будущих свекровь и свекра одной. Если Мия и Мэтью собираются начать там новую жизнь,
Поладить с ними ей жизненно важно. Думаю, я волнуюсь, что если мне там не понравится, как я смогу повернуться и сказать, что это не совсем то место, где бы я хотела провести остаток своей жизни. Так что да, я очень волнуюсь. Мне есть над чем подумать. Когда они прибудут в Новую Зеландию, не будет более важных отношений, чем отношения между Мией и мамой Мэтью, Мирой. Думаю, мама будет взволнована и наверняка сильно нервничать. То есть обычно она не нервничает, но не каждый день сын привозит из-за моря невесту. И Мия, и мама — люди очень сильные и прямолинейные. И вот здесь, я боюсь, может возникнуть конфликт. Я говорю как есть. Если мне что-то не нравится, я так и говорю, несмотря на то, как на это отреагируют. Если меня кто-то достает или раздражает, они получат сполна. Вот так. Так что если Мия хочет со мной поладить, ей просто надо быть самой собой. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, немного странно. Меня бросает из жара в холод, и сердце стучит. Я просто надеюсь, что понравлюсь маме и папе Мэтта. Надеюсь, что я буду человеком, способным их порадовать. Не знаю точно, потому что я их не знаю. Господи. После месяцев ожидания, то, что Мия и Мира чувствуют друг к другу, можно прочитать по выражению их лиц. Добро пожаловать в Новую Зеландию. Рада познакомиться. Добро пожаловать в нашу семью. В первые моменты встречи наш мозг работает на пределе сил. Он не только анализирует и запоминает лица, но и регистрирует бесчисленное множество сигналов. Один из этих сигналов больше других влияет на впечатление, которое мы производим на людей. Улыбка. Она заставляет нас ощущать безопасность. Но на самом деле ваш разум не всегда может установить, искренняя ли улыбка или нет, если только вы не знаете, на что смотреть. Это актриса Жаклин Хай. И по мнению одного из ведущих мировых специалистов по выражениям лица, у нее одна из лучших улыбок в индустрии. Но с нашей помощью вы сможете определить, улыбается ли искренне даже она. Кажется, что Жаклин наслаждается покупкой цветов. И, похоже, она рада встретить подругу, но тренированный глаз может заметить, что одна из этих улыбок фальшивая, а все потому, что они контролируются разными частями мозга Жаклин.
Фальшивая улыбка появляется в результате прямого сигнала из одной области нашего мозга в другую. Та часть, которая планирует, что Жаклин собирается делать, посылает сигнал прямо в часть, отвечающую за физические действия. Это приводит в движение мускулы вокруг ее рта и заставляет ее улыбаться. Но как бы она ни старалась, есть части ее лица, которых такой тип сигнала не может достичь. Ее искренняя улыбка появляется в результате другого типа сигнала, который движется более сложным маршрутом. Когда на ее чувства воздействует нечто на самом деле приятное, этот сигнал проходит сквозь часть мозга, отвечающую за эмоции. Здесь он усиливается, так что, добравшись до области, контролирующей движение Жаклин, в движение приходит не только ее рот, но и мускулы вокруг ее глаз. Вокруг глаз появляются морщинки, брови чуть-чуть опускаются, показывая, какая из двух улыбок была искренней. Настоящей была улыбка в цветочном магазине. И какой бы радостной она ни выглядела при встрече с подругой, на самом деле Жаклин притворялась. Так что понимание процессов, происходящих в чьем-нибудь мозге, может помочь вам составить более точное первое впечатление от его улыбки. Просто следите за морщинками вокруг глаз. Но первое впечатление о человеке зависит также от того, что происходит в нашем мозге. На самом деле наш мозг делает бесчисленное количество суждений о людях без нашего сознательного участия. И, возможно, самое основное из них — доверяю ли я этому человеку? Чтобы определить, как наш мозг принимает это решение, я прибыл на побережье Южной Африки, к самым опасным водам в мире. Когда мы видим человека, которому не доверяем, активируется определенная область нашего мозга, словно колокольчики звенят, говоря нам не доверять ему. И очень важно отметить, что это те же колокольчики, что звенят, когда нам страшно. Чтобы показать, как эта область доверия работает, нашему добровольцу надо по-настоящему испугаться. Так что ему предстоит встретиться не с подозрительным человеком, а с большой белой акулой весом в 1 тонну. Я могу себя заставить не пытаться вылезти из этой клетки, но не могу остановить то, что происходит в моей голове. Прямо в центре его мозга находится эта область, запускающая страх и недоверие. Она называется мозжечковой миндалиной. Каждый раз, когда приближается акула, она активизируется. И как бы он ни старался, помешать ей ему не удастся. Именно эта область мозга заставляет его сейчас испытывать страх. Было действительно очень страшно. И думаю, я был бы очень счастлив не повторять это еще раз.
Интересно то, что он знал, что акула не сможет добраться до него сквозь прутья и решетки. Но тем не менее, все равно был испуган. Мы совершенно точно не можем контролировать мозжечковые миндалины, когда они включают страх или недоверие, что становится очень важным, когда мы встречаем людей лицом к лицу. Так что заставляет наш мозг не доверять людям так, что мы даже не можем это контролировать? Чтобы понять это, мы решили протестировать команду из 12 добровольцев. Наше жюри — присяжных. Мы показали им 5 мужчин одного возраста и расы и спросили, кому бы они доверяли меньше всего. Тест был идентичен экспериментам, проводимым учеными в Бостоне. Наши результаты, как и их, помогли открыть, какие черты лица вызывают недоверие. Мы решили, что меньше всего доверия внушает номер 1, а больше всего номер 5. Так почему первым впечатлением было, что этот мужчина меньше всех заслуживает доверия, а этот от него недалеко ушел? Ответ написан на их лицах. Его черты лица такие острые. Тяжелые. Из-за них он похож на скользкого типа. Тонкие скользкие черты лица, и, к несчастью, номер 4 — его нос. Лица обоих этих мужчин несимметричны. У них, в отличие от других, маленькие глаза и узкие лица. Эти особенности вызвали ощущение недоверия в головах присяжных. А двое внушающих доверие мужчин, у каждого из них широкие лица, гладкая кожа и большие глаза. Ученые называют такие лица похожими на детские. Я представил, как моя мама подходит к нему, и все такое, поэтому он и вызвал у меня чувство доверия. Когда мы видим такие лица, без нашего сознательного участия естественные чувства к детям пробуждаются, и это вызывает у нас в головах чувство доверия, которое мы не можем контролировать. А на самом деле все эти мужчины были выбраны потому, что занимают должности, требующие огромного доверия. Так что, когда в следующий раз встретите кого-нибудь, кому почувствуете недоверие, будьте осторожны. Быть может, мозг вас дурачит. 30 секунд назад Мия впервые встретила родителей ее жениха. Ее мозг тут же начал формировать первое впечатление о ее будущей свекрови. О да, я обычно не такая. Я обычно говорю на английском. Может, выпьешь что-нибудь? Может, просто стакан воды? Я вас совсем не такими представляла, правда? Нет, я раньше и фотографий не видела, так что представляла вас совсем по-другому. Наверное, он не может меня описать. Когда я впервые вошла в этот дом, повисла холодная тишина. Никто не говорил, и я пыталась заполнить тишину разными вопросами, начать разговор. Думаю, я боялась, что они обо мне плохо подумают, или у них сложится обо мне плохое впечатление. И вы купили костюм? Да. У него есть костюм. Будет мило увидеть всех разодетыми. Я написала речь. Первое впечатление составлено. Можно начинать по-настоящему узнавать ее новую семью. Свадьба через 4 дня. Так наша свадьба будет здесь? Да. Как тебе, Мэтт? На второй день, похоже, лучше не стало. Я хочу сказать, это не мне решать. Такого стресса я еще никогда не переживала.
Я просто хочу, чтобы они узнали меня. Мне не нужно, чтобы они были со мной во всем согласны. Я просто хочу, чтобы они меня узнали, а я их, чтобы нам было о чем поговорить. Жених хочет цветок в петлице по цвету твоему платью, или лучше, чтобы он взял простую белую розу? Просто розу. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше Мия подмечает характерные телодвижения Миры. Являются ли они намеком на чувства, которые та испытывает к ней? Это будет чудно. Я даже не думала о зелени вдоль кромки, но думаю, это будет мило. Она постоянно так делает, либо так, либо так. Я думаю, это значит, что она о чем-то думает, а, закрывая рукой рот, показывает, что пока что говорить об этом не собирается. Я это так понимаю. Это вытягивает больше, чем может показаться. Есть способы определить, о чем думает человек, следя за его движениями. Ученые даже обнаружили, что можно понять, нравитесь ли вы этому человеку или нет. Чтобы продемонстрировать это, мы выбрали двоих мужчин. Познакомьтесь с хорошим парнем и плохим парнем. Мы попросили нескольких добровольцев побеседовать с ними на различные темы. Любимые фильмы? Мне нравятся многие фильмы. Начинайте вы. Добровольцы не знают, что в то время как хороший парень дружелюбен и любезен, плохой, замкнут и настолько тяжел в общении, насколько это вообще возможно. Филадельфийская история. Да, я смотрел. Мне совершенно не понравилось. Но важнее то, что их обоих попросили совершать определенные движения. Еще какие-нибудь любимые фильмы у вас есть? Камеры наблюдают за откликом добровольцев, потому что это поможет понять, что происходит в их головах. В ходе беседы произошло нечто необычное. Добровольцы, беседовавшие с хорошим парнем, постепенно начали подражать ему. Он отлично ими руководил, и игра была такая потрясающая, как будто они жили. Нет, этот я не видела. То есть нет причин предполагать, что мы обязаны это любить, но тем временем добровольцы, беседовавшие с плохим парнем, не копируют его вовсе. Мне сейчас очень нравится 24. Ты его видел? Один раз совсем не понравилось. Нет? Нет. Ну, я думаю, в этом нет ничего странного. Мозг побуждает добровольцев подражать хорошему парню, потому что он им нравится. Подсознательная попытка упрочить связь между ними. Фантастика. Я видел Эдмона Холлса. Да? Ты с ним говорил? Нет. Ученые уже давно знают, что наш мозг автоматически подмечает, иногда даже заставляет нас повторять то, что делают другие люди. Чего они не знали, так это как он это делает. Но недавно исследователи совершили невероятный прорыв. Более того, они думают, что это открытие может быть ключом к пониманию того, что чувствуют другие люди. Все заключается в том, что происходит в нашем мозге, когда мы видим движение людей. И если вы хотите узнать, что же происходит, просто посмотрите на гонку двух этих команд к мосту. Внимание! Похоже, секрет понимания чужих мыслей кроется в том, чтобы следить за их движениями. Но чтобы понять, что сейчас происходит в вашей голове, надо узнать, что происходит в их.
Определенная часть их мозга контролирует каждое физическое движение. Но в этой области есть также небольшая группа клеток, которая помогает подготовить тело к следующему движению. Каждое движение, в нашем случае это гребля, имеет собственный уникальный образец. И ученые считают, что эти клетки – ключ к пониманию того, как люди общаются друг с другом. Потому что эти клетки работают не только в мозге гребца, они действуют точно так же в головах всех, кто наблюдает за ними. Другими словами, клетки, помогающие этим парням грести, работают в наших с вами головах точно так же, как если бы мы сами гребли, поэтому их называют зеркальными нейронами. Это значит, что мы с вами не только смотрим на то, что делают эти люди. Наш разум на самом деле чувствует кое-что из того, что они чувствуют. Даже несмотря на то, что тяжелую работу проделали не мы. Но как все это влияет на вашу общественную жизнь? Что ж, зная, что чувствуют другие люди, у вас есть шанс понять, о чем они думают. Наши зеркальные нейроны помогают нам читать чужие мысли. Чтение мыслей — это способность знать или хотя бы делать небезосновательные предположения о том, что за мысли возникают в головах других людей. Это одно из самых изумительных умений, которыми обладает человеческий разум. Более того, вы пользуетесь этим умением без видимых усилий. Возьмем для примера эту женщину. Вы можете понять, о чем она думает за секунду. Скука. И того больше. Читая мысли человека, сидящего рядом с ней, вы можете понять, почему она так думает. Желание. А как насчет третьего человека, наблюдающего за этой сценой? Веселье. Ему явно смешно видеть, что этому мужчине нравится кто-то, кому сам он не нравится. Пока они читали мысли друг друга, мы читали их. И мозговые процессы, позволяющие этому произойти, просто ошеломительны. Зеркальные нейроны работают, позволяя нам понимать чужие чувства. Затем подключаются другие части мозга. Области, позволяющие распознать выражение лиц. Участки, извлекающие воспоминания и предыдущий жизненный опыт. И, наконец, часть мозга, способная сводить всю эту информацию вместе и понимать, что она значит. Множество разных областей мозга работают вместе, чтобы добиться этого, и делают это мгновенно. А в Новой Зеландии отношения Мии и ее будущей свекрови становятся более спокойными. Я думаю, мои отношения с Мирой сильно улучшились за последние несколько дней. Поначалу она держалась отчужденно и не шла на контакт. Скорее, больше размышляла и наблюдала за разными вещами. А теперь она открылась и говорит со мной больше. Это многого стоит. Ты встретила Джинни? Нет, мы опаздывали в парикмахерскую, так что он буквально заскочил и взял что-то. Это умение Мии читать мысли помогло ей лучше понять Миру и поладить с ней. Я думаю, Мира очень нервничает по поводу свадьбы, поэтому я стараюсь быть добрее и позитивнее, и побольше хвалить ее за те вещи, что она уже подготовила или организовала. Тебе понравились ленты? Да, думаю, они идеально подойдут к моему ожерелью. Так что я уверяю ее, что все решения, которые она приняла до моего приезда, были правильными. Хорошо, что я прихватила его с собой. За последние пару дней, мне кажется, между нами все наладилось, и все будет хорошо.
Тебе нравится? Да, очень мило. Если б я так не думала, я бы, наверное... Ты бы сказала мне. Нет, наверное, я бы не сказала, но ты бы почувствовала. Да. Мы можем читать мысли не только тех людей, которых знаем. Теоретически, каждый раз, встречая кого-нибудь, мы пытаемся понять, о чем они думают. И это может заставить нас сказать несколько удивительных вещей. Это, например, обнаружила актриса Триша Дип, когда мы попросили ее стать добровольцем в нашем тесте. Она согласилась выбрать самые неидущие ей вещи, в которых она бы выглядела как можно хуже. В этом я буду выглядеть просто ужасно. Нужно обязательно взять. Я не носила таких с тех пор, как мне исполнилось 16. Надо их тоже взять. Посмотрите. Так я буду выглядеть совершенно ужасно. Я люблю блестки. Закончив выбирать, она спросит случайных встречных, что они думают. Я не могу выйти в таком виде. Скажут ли люди Триши правду? Как вы думаете, они мне идут? Или они прочитают ее мысли и скажут то, что, по их мнению, она хотела бы услышать? Извините, они мне идут? Да, кажется, они не очень обтягивающие. Не слишком? Не слишком обтягивают? Нет. Все хуже и хуже. Извините, мне так идет, как вы думаете? Да. А цвета вам нравятся? Думаете, они мне подходят? Да, очень хорошо выглядит. Извините, можно вас спросить? Мне это идет? Как вы считаете? Да, думаю, идет. Правда? Цвета действительно очень хорошие. Мне нравится розовый, он очень хорош. Выглядит чудесно. Правда? Вам нравится цвет? Мне он не нравится, но вам идет. Думаете, мне он идет? Да, она выглядела очень радостной от того, что нашла что-то сильно ей нравящееся. И я не очень хотела ее расстраивать. Как вы думаете, мне это идет? Думаю, да, очень идет. Правда? Наверное, ей не надо такое носить. Для нее это слишком молодежно. Сидит хорошо. Думаю, она себе очень нравилась в этой одежде, поэтому, если бы она думала, что выглядит ужасно, не стала бы спрашивать. Все эти люди читали мысли Триши перед тем, как ответить. Цвета очень хорошие, да? Цвета? Вы выбрали хорошо, правда? Очень мило. Это демонстрирует, как часто мы используем это умение, чтобы лучше поладить с людьми. Вроде неплохо. Спасибо за помощь. Спасибо. Но, конечно, общественная жизнь — только начало истории. То, как мы общаемся с людьми, влияет почти на все аспекты мира, в котором мы живем. Даже не понимая, как нам это удается, мы всегда пытаемся понять чужие мысли, прежде чем решить, что делать самим. Чтение мыслей движет нашу экономику и формирует общество. Именно это позволяет нам понимать и принимать людей, имеющих несхожие взгляды и интересы. Именно это позволяет существовать религиозной и культурной терпимости. С помощью этого умения вы можете взглянуть на мир сквозь глаза людей, с которыми никогда не встречались. Обладая возможностью представить другие жизни, мы можем создавать и ценить живопись, литературу и даже развлечения. Но из всех этих вещей многие из нас больше всего ценят способность, даруемую нам социальным разумом, возможность сопереживать нашим близким, симпатизировать, заботиться и даже любить. Они выглядят великолепно. Их выбрала моя мама. Я сейчас расплачусь. Привет, Мия. Просто хочу пожелать тебе всего самого наилучшего. Я тебя очень люблю. Я слышу, как ты хрустишь.
Думаю, тебе нужно написать инструкцию, чтобы я потом смогла его снять. Я надеюсь, Мира считает меня хорошей парой Мэтту, и это сделало свадьбу настоящим праздником. Поэтому я чувствую большое облегчение. Думаю, меня приняли. Она хорошая девочка, мягкая, заботливая и милая. Она мне нравится. Мне с ней очень легко. И я почувствовала это не в первый же миг, ведь это приходит только тогда, когда хорошо узнаешь человека. Мы все хотим вам пожелать всего самого прекрасного, что может подарить брак. Разве нет? Семья, друзья. Я постараюсь сделать все, что смогу для Мии, потому что она член нашей семьи. Мэтью и Мия, я объявляю вас мужем и женой. Можете скрепить те замечательные клятвы, что вы произнесли, крепким поцелуем. Не думаю, что осознаю, что пришлось моему мозгу сделать за последнюю неделю. Он справился с целой кучей ситуаций, в которые никогда раньше не попадал. Было бы куда легче, если бы я встретила кого-нибудь в пабе, но нет, нельзя выбрать, в кого влюбишься. За годы мы достигли огромного прогресса в понимании того, как работают разные части нашего тела. Но во многих отношениях мозг был понятен менее всего. Возможно, потому что мы хотим заставить свой разум понимать самого себя. Но в этих передачах мы увидели, что каждое открытие о работе нашего мозга может помочь нам использовать его лучше. И если мы сможем использовать его лучше, картина того, что делает нас теми, кто мы есть, может, наконец, стать четче. Диктор – профессор Роберт Уинстон, композитор Алан Паркер, продюсер и режиссер Ник Мерфи.